Присвоим номера. Да, пока присаживайтесь на свои места. Да. Можно подумать? Конечно. Я думаю, это лучшее решение. Мы объявим пока 5 минут еще пререгистрация, которая не включает все регистрации. То есть пока еще? Да, вот. Не, можно оставаться здесь, но когда такие погоды стоят, мне кажется, это просто... Да. Ничем не мотивирован. Ваня, стул удлините. Все. История здесь. Давай. А я еще хочу. Михаил, нам понадобится или нет? Нет. Все уже, да? Нет, проект точно Все, нет. окей. Пойдем в магазин, Да. Так, Ну не сейчас, давайте мы закончим с этим квартетом, и я отдам все, что есть у меня. Все, что есть? Хорошо. Все принадлежащее. Я так. сейчас чуть попозже. Когда регистрация? Ну вот она вот сейчас не готовится к регистрации. Должны уже начать. Начать перестать готовиться, да. Я вот сейчас, если у нас есть время, когда закончится, я выходил, 4 часа ночи здесь лежу. Давайте по окончании я спокойный, расслабленный, добрый, я сейчас добрый. Вот. Мы закончим, я хоть... Да, давайте мы регистрацию начнем. Награждение будет, полагается, что мы закончим полчаса. По-моему, у нас по программе в 5 банкет начинается в 5, да? Принцип в половине но награждение полагается банкеты со всеми там. Я взглянул, пока мне еще раз. То есть мы в зал пойдем все. Да, они в зал, мы им сообщаем, кто куда идет, сообщаем правила. Да, у нас получится часть.
команды просто рассаживаемся, мы вам все расскажем, сообщим, как, что, когда, куда и почему. Так, а есть ли у нас команды, которых у нас нет? В смысле, все ли... Ой, так. А может нам провести нечто вроде переклички? О, точно. Перекличку, возможно. Так. Отлично. Давайте попробуем перекличку. Барняполь, есть команда? Это не важно, главное, что есть носители важной информации. Есть ли у нас команда Spock Strange People of Covid? Есть, отлично. Так. Есть ли у нас команда Регион 96? Да. Есть. Вот эти команды, три, которые я назвал, они образуют первую подгруппу, которая останется в этом зале на отборочную игру. Более того, они будут играть первыми. Команда «Духовные скрепы» есть у нас? Отлично. Команда «Тюменская сборная» есть у нас? Есть, отлично. Команда «Прости, прощай» есть. Вы образуете вторую группу и тоже остаетесь в этом зале. Вы играете вторую отборочную часть, вторым. В конференц-зал со мной и Аленой Константиновной. Конференц-зал — это зал соседний с местом, где был кофе-брейк. В соседний зал пойдут команда Блок-Джоп. Есть Блок-Джоп? Есть, отлично. Команда Скёль. Мы всем клубам учить будем, я думаю. Команда Скёль и команда Дорогами Добра. Есть команда Дорогами Добра? Вижу вас, отлично. Вы будете играть первый отборочный бой в конференц-зале. Когда я приглашу, мы пойдем. Команда Алга есть у нас? Есть. Команда Сутки и Ласточки есть? Есть. Команда Центр? Ну, есть представители, да? Отлично. Вы образуете вторую отборочную группу, также отправляетесь с нами в конференц-зал. Так. Как будет проходить все это действие? Значит, игра «Эрудит Квартет» является... Так, у нас все пришли, да? Значит, игра «Эрудит Квартет» является спортивным аналогом своей игры, известной телевизионной передачи. Более того, это командный спортивный аналог. Как строится игра? Игра состоит из 3 раундов. Первый раунд открытый, второй раунд темный и третий раунд полуоткрытый. В каждом из раундов играет... Саша, ты хочешь взять управление процессом? Нет? Нет. Так, значит, в каждом из раундов играет каждый участник команды. В первом раунде, значит, как строится игра? Играются темы, как в своей игре. Ну, там, не знаю, тема «Бурановские бабушки», «Ростелеком», «Красные ковровые дорожки». Да? Тема может быть любая. Подразумевается, что вопросы в теме в той или иной степени как-то с ней связаны. Иногда эта связь бывает очень причудливая, но тем не менее она есть.
Команды в светлом раунде, всем командам, играющим, всем 3 командам, у нас отбор будет по 3 команды, победитель выходит в финал и будет играть уже в финале за 1 и 4 места. В каждой теме 5 вопросов возрастающей сложности. Стоимость вопросов 10, 20, 30, 40 и 50 баллов. Если читается вопрос, ну, допустим, тема «Бурановские бабушки». Значит, вопрос за 10. Такой буквой алфавита является там, буква «Б», ну, условно говоря, да? Выходит, значит, команда сама определяет в светлом раунде, какой игрок идет на какую тему. Вам сообщается 4 темы. Игроки, играющие эту тему, садятся за этот стол. У них в руках вот такие замечательные коробочки с кнопочками. И после того, как звучит вопрос, игрок имеет право нажать на кнопку. Нажав на кнопку, он подает сигнал, у него загорается лампочка, но ему торопиться не надо, ведущий скажет, отвечает там в такую-то, да? Если игрок дает правильный ответ, команда получает стоимость вопроса 10, там, 20 или 50. Если игрок дает неправильный ответ, у команды стоимость вопроса вычитается. Обязанности сжать кнопку у игрока нет. Молчим, ничего не теряем, ничего не приобретаем. Если игрок дал неправильный ответ, у оставшихся его соперников по раунду есть возможность еще раз нажать кнопку и уточнить его ответ. Теоретически можно получить 3 неправильных ответа подряд. Ну или если дам правильный ответ, мы переходим к следующему вопросу. Все, перейдем к техническим деталям. Значит, первый раунд светлый, вы знаете на тему, которую идете. Второй раунд темный, также будет 4 темы, но темы игрокам сообщаются только после того, как они выйдут. Поэтому на российский футбол могут попасть девушки, ну и так далее. Всякие случаи бывали. Вот. Третий раунд у нас полуоткрытый. Называется «Одна тема». Выходит один игрок из команды. Вторая тема, второй. Один игрок в каждом раунде может играть только один раз. Поэтому, собственно, и было требование, что 4 человека от команды обязательно. Фальстартеры. Мы решили играть без фальстартов, да, Саша? Мы играем без фальстартов. То есть, я начинаю читать вопрос, допустим, я не знаю, тема Буратино. Из этого материала был, да, кто-то уже нажал на кнопку, значит, я прекращаю чтение вопроса, и игрок может уточнить форму вопроса. Назовите его, да, в каком городе, там, я не знаю, сколько лет. Если игрок дает правильный ответ, он приносит команде сумму. Если он дает неправильный ответ, ведущий заканчивает чтение вопроса. Этот игрок уже не может играть, потому что он получил свой минус. Чтение вопроса заканчивается для оставшихся. То есть в любой момент можно нажать кнопку. Если вы уверены до того, как ведущий начал читать ответ на вопрос какой-то темы, ну, пожалуйста, жмите, зарабатывайте свои минусы. Так, что еще? Как нетрудно догадаться, в каждой теме можно набрать плюс или минус 150 очков, если отжать все. Ну, как правило, таких прекрасных результатов не бывает. Вопросы ко мне какие-то есть, особенно у команд, которые первый раз будут играть в жизни? Да, вы посмотрите, это
Дело тонкое. За 10. Фраза, давшая название теме, прозвучала в плюс 10. Так. Восток за 20. Несмотря на то, что название этого города содержит в себе слово «Восток», он далеко не самый... Владивосток, плюс 20. Далеко не самый восточный город России. Восток за 30. Точно на востоке солнце восходит только в эти 2 дня в году. 1-0, но это осенне-весеннее равноденствие. Восток за 40. Именно он летал в космос на корабле «Восток-2». 3, 2, 1, 0. На Востоке-1 летал первый космонавт Юрий Гагарин, на Востоке-2 летал второй космонавт Герман Титов. И, наконец, Восток за 50. А все-таки самым восточным городом России является именно этот город. Это минус 50, к сожалению. Не хочет кто-нибудь? Южно-Сахалинск. Это тоже минус 50. Илья, не жми! Это город Анадырь. Третья тема полуоткрытого раунда — это тема болезней. Прошу на тему болезней.
очень. Да, понятно. Алена будет читать, я буду наслаждаться зрелищем. Теряю позор должен быть публичным. Ты однажды скрепленную землю. Мы готовы, да? Наверное, да. Если хотят собираться. Раз, два, три. Ну что ж, уважаемые участники, наверное, подходит
потихонечку время для финала мультиквартета. В финале у нас между собой играют команды Скёль из Новосибирска, команда Центр, сборная команда Барниаполис Барнаула и команда Прости Прощай из Ижевска. Есть ли здесь все эти команды? Есть ли с нами команда Скёль? Есть. Есть ли команда Центр? Есть команда Центр. Есть ли с нами команда Барниаполис? Есть. Прости Прощай тоже есть. Отлично. Итак, мы с вами точно так же играем 3 раунда, открытый, закрытый и полузакрытый. Точно так же, соответственно, правила абсолютно те же самые. Единственное, что команда в этот раз у нас играет не 3, а 4. У нас было 4 четвертьфинала. Ну и, соответственно, то место, которое ваша команда займет в финале, будет считаться вашим местом в рудит-квартете. Все команды, которые не прошли финал, насколько я понимаю, получают 5-е место по итогам рудит-квартета, который в общем зачете будет именно таким образом и считаться. Итак, так как все команды у нас здесь, я думаю, что мы можем начинать. В открытом раунде нам достаются темы, которые называются грибы, горы, корни и тема награды. Уважаемые команды, у вас есть полминуты для того, чтобы определиться, кто из вас будет играть какую из тем. Грибы, горы, корни и награды. И первые игроки команд могут занимать игровые места. Итак, уважаемые участники, первая тема называется грибы. Первых игроков команд прошу занимать места за игровым столом. Так, и давайте сразу определимся с порядком. Это именно тот порядок, в котором вы будете продолжать играть все оставшиеся 11 тем. За первой кнопкой у нас команда Центр, за второй у нас команда Прости Прощай, за третьей команда Скёль и за четвертой, соответственно, команда Барниаполис. Ну что же, уважаемые участники, поехали. Мы играем с вами тему грибы. Кнопочки надо попробовать? Самое главное, чтобы вуалью было видно, кто нажимает. Работает. Нажмите. Работает. Вторую не видела. Вторую увидела. Так. Оно мигает, да. Значит, давайте еще раз таким образом. Центр, нажмите, пожалуйста, кнопку. Так, Есть. значит, Прости Прощай. Есть. Горит. Скёль. Не горит. Вот, загорелось. У тебя скрин горит? Еще раз Да. посмотрите. Еще раз. У меня Все, свет. замечательно. И Барниаполис. Ура, поехали. Итак, тема грибы, вопрос за 10. Шляпку именно такого цвета имеет гриб подосиновик. Прости, прощай. Красная. Плюс 10 в команды Прости Прощай, красного цвета. Грибы за 20. Первый из таких грибов появился в Аламогордо, штат Нью-Мексико, в июле 1945 года. 5, 4. Ядерный гриб плюс 20. Грибы за 30. Для разведения этих грибов выращиваются специальные дубовые рощи, самые большие площади которых принадлежат Франции. Барниаполь. Трюфели это плюс 30. Грибы за 40. Именно этот русский музыкант в 1991 году объявил, что Владимир Ильич Ленин был грибом. Прости, прощай. Сергей Курехин плюс 40. И грибы за 50. Употребление этого гриба приводит к заболеванию, называвшемуся в средние века Антонов огонь. 5, 4, 3, 2, 1. Это такой гриб спорынья. И, соответственно, Это гангрена?
Очень многие болезни в средние века, судя по всему, называли антоновым огнем, потому что одной из болезней были именно вот эти самые эпилептические припадки, как, ну, немножечко похожие на действие наркотиков, которым, собственно, спорение является. Это не Антонов. Собственно говоря, все. У нас закончилась тема гриппы. Первых игроков прошу садиться на места. Вторая тема называется горы. Вторые игроки могут выходить. После первой темы центр 0, прости, прощай, 50, скилл 0 и Барняполь тоже 50. Так, центр 0, Скёль 0, прости, прощай, Барняполь по 50. Сейчас мы как-нибудь так сэкономимся, чтобы... все, отлично. Итак, мы играем тему горы. Горы за 10. Высочайшая точка Земли названа... Барняполь. Плюс 10. Город за 20. Если верить логопедам, на горе Арарат растет именно он. 5, 4, 3, 2, 1. На горе Арарат растет крупный виноград. Горы за 30. Именно эту гору можно увидеть, в частности, на картинах Огато Гекко и Андо Хиросиге. Фудзияма это плюс 30. Горы за 40. Во время первого из своих путешествий он получил от местных жителей прозвище Куинбус Флестри, человек-гора. 5, 4, 3, 2, 1. Но он действительно был немножко покрупнее, чем все местные жители. Лилипуты это Ривель или Гулливер. И горы за 50. Эти горы занимают примерно половину площади Словакии. В честь них названы марка автомобилей и трамваев. Центр. Татры это плюс 50. Третья тема называется корни. Третьи игроки могут на нее выходить. После двух, прости, прощай, центр по 50, Барняполь 90. Мы играем тему корни. И корни за 10. Группа корни является ее продуктом. Скилл. Фабрика звезд это плюс 10. Корни за 20. Именно ему принадлежит призыв «Зри в корень». Прости, прощай. Плюс 20. Корни за 30. Такой корень из 16 равен 2. Центр. Нет, увы. Это минус 30. Кто-нибудь может поправить? 5, 4. Квадратный это минус 30. Еще кто-нибудь не желает поправить? 4, 3, 2, 1. Четвертой степени. Дважды 2. Корни за 40. Чтобы стоять, я должен держаться корней. Пел именно Барняполь. Борис Гребенщиков, плюс 40. И корни за 50. Именно такой корень в слове «вынуть». 5, 4, 3. Прости, прощай. Н. Это минус 50. Никто не хочет поправить? 3, 2, 1. Нулевой. Нет в этом слове корня. Представьте, случится окончательно. Сыграли 3 темы открытого раунда. Четвертая тема называется «Награды». Четвертые игроки, прошу. После 3 Скёль 10, центр и прости, прощай по 20, Барняполь 100. Подкосило всех тем от корня. Мы играем тему «Награды». Награды за 10. Ваня Васильчиков получил 100 фунтов шоколаду, 100 фунтов мармеладу и прочее за... Скилл. И 1000 порций мороженого. Минус 10. 100 фунтов мармеладу и прочее за победу над ним. Так, над кем за победу получил Ваня Васильчиков все это удовольствие? 5, 4, 3, 2, 1. Над крокодилом.
Значит, да, если вы не дослушиваете вопросы, можете спросить, что именно требуется ответить. Я вам расскажу кратко. Награды за 20. В советские годы имя Гертруда расшифровывалось именно Прости, прощай. Герой труда плюс 20. Награды за 30. Именно на это царь за выполненное задание давал Федоту Стрельцу пятак. На это. Вот тебе пятак на водку. И катись отсюда вон, плюс 30. Награды за 40. Эта престижная награда вручается раз в 4 года математикам, не достигшим 40 лет. Филдсовская медаль плюс 40. И награды за 50. В 1917 году в России этой наградой обладали только Николай II и его брат Михаил. Так что продавец и впрямь мог оказаться камердинером великого князя. Орден Золотого Руна. Орден Золотого Руна плюс 50. Завершился открытый раунд. Еще? После открытого раунда центр 20, прости, прощай 40, Борнеаполь 100, Скёль 120. Мы играем закрытый раунд. Первые игроки, прошу на сцену. Тему узнаете на месте. Итак, первая тема открытого раунда называется деление. Деление за 10. Такова цена наименьшего деления стандартной деревянной линейки производства миллиметр производства города Можга. Я не знаю, как сейчас, но раньше Можга была единственным городом в России, где делали деревянные линейки. Деление за 20. Это наибольший общий делитель 15 и 75. 3, 2. 15 есть, плюс 20. Далекая школьная программа. Деление за 30. В стихотворении «Мы делили апельсин» были дольки для ежа, стрижа, утят, котят и него. Ну а волку кожура. 5, 4, 3, 2, 1. Это долька для бобра. Ну а волку кожура. Нет, кто-то доезжает, кто-то доезжает. Деление за 40. Это основная административно-территориальная единица Англии. На что Англия делится? Скёль. Королевство это минус 40. Графство. Графство это плюс 40. И деление за 50. Статья абсурдопедии с таким названием обрывается в самом начале арифметического примера. Плашка гласит, что автора засосало в бесконечность. 5, 4, 3, 2, 1. Но тема у нас деление, это статья деления на 0. Закончили первую тему темного раунда. Вторые игроки, прошу занимать места. После темы центр 20, прости, прощай 70, Скёль 80, Борнеаполь 140. Нам с вами достается тема, которая называется сонная тема. Сонная тема за 10. Сонную болезнь переносит именно эта африканская муха. Прости, прощай. Муха ЦЦ плюс 10. Сонная тема за 20. Маковое поле не смогло усыпить только этих двух. Что вполне логично. Плюс 20. Сонная тема за 30. Сонная артерия снабжает свежей кровью именно этот орган человека. Это минус 30. Кто-нибудь? Скёль. Мозг снабжает она свежей кровью. Плюс 30. Сонная тема за 40. Он в 1900 году выпустил научную работу «Толкование сновидений». Нет, это минус 40. Кто? Фрейд. Да, Зигмунд Фрейд. Плюс 40. И сонная тема за 50. В древнегреческой мифологии персонификациями сна были эти два бога. Обоих надо назвать.
5. Мафия и Египет. Да, плюс 50. Сыграли вторую тему. После двух центр 0, прости, прощай 80, Скёль 150, Барняполь 160. Ну, мы играем третью тему закрытого раунда. Третья тема закрытого раунда у нас называется средняя тема. Средняя тема за 10. Середина недели приходится на этот день. Плюс 10 и на среду. Средняя тема за 20. Таково среднее арифметическое всех чисел от 1 до 10. Прости, прощай. 5. Это минус 20. Никто поправить не хочет. 5, 4, 3, 2, 1, 5,5. Средняя тема за 30. Большая его часть располагается в пограничных районах Пермского края и Свердловской области. Большая его часть располагается в пограничных районах Пермского края и Свердловской области. Средняя тема. Прости, прощай. Средний Урал. Да, плюс 30. Средняя за 40. Его средняя длина взрослого мужчины составляет 8,5-9,5 сантиметров. Центр. Средний палец руки. И средняя тема за 50. Именно она отделяет Каменный и Крестовский острова от Елагина острова. Центр. Средняя линия. Нет, это минус 50. Острова все-таки отделяет. 5, 4, 3, 2, 1. Это средняя Невка. Сыграли третью тему открытого раунда. После темы центр 0, прости, прощай 90, Скёль 150, Барняполь 160. Так, ну и четвертая тема темного раунда. Четвертые игроки у нас на сцене. Секунду. Ушла у меня куда-то четвертая тема темного раунда. Это у нас тема «Как зовут жителя?». Соответственно, вам будут выдаваться города, и вам нужно будет пытаться назвать, как правильно называют жители этих городов в мужском или в женском роде. Итак, вопрос за 10. Именно так зовут жителей Смоленска. Скёль. Смоляне. Плюс 10. Вопрос за 20. Именно так зовут жительницу Ярославля. Барняполь. У меня другой ответ. Минус 20. 4, 3, 2, 1. У меня вообще написано Ярославна. Я вот теперь своим глазам не верю. Сейчас проверю. Вы из Ярославля? Сейчас проверим. Так, значит, именно так зовут жители Архангельска. Скёль. Архангелогород. Это плюс 30. Вопрос за 40. Именно так зовут жителя Цветочного города. Скёль. Коротышка. Нет, минус 40. Прости, прощай. Коротыш. Это тоже минус 40. 5, 4, 3, 2, 1. Малыши и малышки были солнечные. Так, ну и вопрос за 50. Именно так зовут жителя Камчатки. Скёль. Камчедал. Камчедал, это плюс 50. Скоростными мы сейчас разберемся, а тем временем мы играем полуоткрытый раунд. 4 темы. Темы объявляются по очереди. И первая тема... счет после этого. Да. Значит, первая тема полуоткрытого раунда — это тема золота. И счет. После двух раундов центр 0, прости, прощай 50, Барняполь 140, Скёль 200. Так, тема золота. Мы играем с вами золото за 10. Старику удалось поймать ее неводом. Прости, прощай. Золотую рыбу. Да, только с третьей попытки, после тины и травы морской. Золотая тема за 20.
В 1459 году, после смерти хана Кичи Мухаммеда, она прекратила свое... Сколь? Золотая Орда плюс 20. Золото за 30. Нильсбор, не желая, чтобы золотая Нобелевская медаль досталась фашистам, растворил ее в этой жидкости, смеси соляной и азотной кислоты. Барняполь? Плюс 30. Тема золото за 40. Второе в истории кругосветное путешествие на корабле «Золотая лань» совершил именно он. 5, 4. Центр? Кто? Нет, это увы минус 40. 5, 4, 3, 2, 1. Фрэнсис Дрейк. И золото за 50. Именно так называется денежная единица Польши. Центр? Злотый это плюс 50. Вторая тема полуоткрытого раунда – это тема серебро. После первой центр 10, прощай 60, Барняполь 170, Кёльн 220. Да, вы знаете, Google действительно говорит, что Ярослав называется. Житель, да. То есть, есть вариант Ярославка, который нам никто не давал. Корректно говорит, что называть их Ярославка. Мы играем тему серебро. Серебро за 10. Поп-группа «Серебро» в 2007 году заняла 3-е место на этом... Сколь? На Евровидении, плюс 10. Серебро за 20. Именно таково латинское название серебра. Прощай? Плюс 20. Серебро за 30. К нему, помимо прочих, относят Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова и... Сколь? Да, плюс 30. Серебро за 40. У кого память хорошая. Эта страна взяла серебряные медали в чемпионате Европы по футболу 2012. 5, 4, 3, 2, 1. ЧВ? Голландия. Германия. Очень много вариантов. Италия у меня значится. И серебряная тема за 50. Этот моряк носил прозвище Окорок. Барняполь? Джон Сильвер. После, третья тема полуоткрытого раунда будет называться тема, золотая, серебряная, естественно, бронзовая. Центр 10, прощай 80, Барняполь 220, Кёльн 260. Бронзовая тема. И бронза за 10. Он длился с конца 5-го. Барняполь? Бронзовый век, плюс 10. От начала первого тысячелетия до нашей. Бронза за 20. Несмотря на название, эта петербургская скульптура отлита из чистой бронзы. Барняполь? Плюс 20. Бронза за 30. Основной присадкой к меди в составе бронзы является этот металл. Да, это плюс 30. Бронза за 40. Название этого стиля плавания происходит от французского глагола «месить». Сколь? Брас, плюс 40. По-английски это медь, или бронза. И бронза за 50. Фильм «Бронзовая птица» является продолжением этого советского... Сколь? Кортик, плюс 50. Что перед последней темой? Центр 10, прощай 80, Барняполь 250, Кёльн 380. И нам достается последняя полуоткрытая тема, но уже все, конечно, выходит. Это тема камень. 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 4. Камень за 10. Именно он достал меч из камня после... Центр? Король Артур, после чего стал правителем Британии. Плюс 10. Камень за 20. Этот драгоценный камень является наиболее твердым из природных. Барняполь? Алмаз плюс 20. Камни за 30. Гора Конжаковский камень является одной из высочайших точек этих гор. 5, 4, 3, 2, 1. Это Уральские горы.
Камень за 40. Стандартный набор для этой игры входит 360. Прости, прощай. Игру надо назвать. 5, 4, 3, 2, 1, минус 40, к сожалению, стандартный набор. Центр? Го, конечно. 361 камень. Так, перед последним вопросом. Прости, прощай, 40, центр 60, Барняполь 270, Скёль 380. Так, ну там борьба за третье место, насколько я понимаю. Камень за 50. Жан Гюйон, шутивший, что его дом построен всего на 3 камнях, был по профессии именно им. 5, 4, 3, 2, 1. Никто не рискует. ЧВ какие-нибудь в зале? Частной версии? Нет, не конечный. Он был хирург. Камни были использованы. Брал очень большие деньги за операции, и, соответственно, в камне освоился некоторые жилища. Ну что же, ожидайте результаты. После полузакрытого раунда 40 очков у команды «Прости-прощай» Ижевск. 60, тихие, да, никому не слышно аплодисменты, зачем 60 очков у команды «Центр», это третье место. 270 у команды «Барняполь». И победителем этого квартета на нашем турнире становится команда «Скёль» 380. Буквально минуту нужно Михаилу, чтобы просуммировать результаты вроде квартета и что, где, когда. Мы просим, здесь нам сейчас у нас подведутся итоги, и мы еще Раз, два, три. Сейчас у нас уже готовы результаты, а после результатов прошу вас не расходиться, у нас небольшое для вас шоу. Только попрошу, снимайте, если на фотоаппараты или на телефоны, выключите фотовспышки и уменьшить яркость ваших лэптопов, гаджетов и так далее и тому подобное. А сейчас слово организаторам. Итак, борьба была упорной. Первое место в нашей игре с суммарным результатом мест 2 раза эта команда заняла 2-е место, занимает команда Барняполь-Барнаул. Суммой мест первое, что где когда, и 5-е среди 12 команд в Рудин-квартете заняла команда Алга. Это Казань, 2-е место. Предельно обострена была борьба за 3-е место. У 2 команд Скёль и команд Центр по 7 баллов совокупный результат. По положению на турнире более высокое место, 3-е место, досталось команде «Центр», потому что в игре «Что, где, когда» она стояла выше. Команда «Скёль», к сожалению, только 4-е. Всем остальным мы потом сообщим результаты оставшиеся.